Антикитайские народные протесты в Казахстане продолжаются. Посол КНР убежден, что во всем виноваты третьи силы. Депутаты парламента вступают за инвестиции, а эксперты объясняют, почему Нур-Султан запросто обойдется без Пекина. Люди не доверяют тому, что делает наше государство, наши чиновники. Они подозревают, что чиновники, подписывая контракты с Китаем, не учитывают интересы Казахстана. Бишкекчане до полусмерти избили двух парней, после чего продолжили пинать ногами бесчувственные тела. Скрыться им помог собственный брат-милиционер. Была попытка пересечь границу, но им это не удалось сделать. Были созданы следственные группы и в регионах страны. В скором времени они будут пойманы. Таджикистан готовится ко Дню независимости. Массовка из более чем 7 тысяч школьников и студентов изобразит новый каскад Рагунской ГЭС. Физкультурный институт выставил 700 студентов на маршировку. Мы будем танцевать здесь, на сцене, с однокурсниками. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Казахстане продолжаются митинги против китайской экспансии. В городе Жанаозен уже 4-й день местные жители собираются у здания городской мэрии. Они требуют отменить визит президента Токаева в Китай, который запланирован на следующей неделе. Кроме того, активисты выступают против строительства в стране более полусотни китайских заводов. В поддержку жанаозенцев сегодня в столице Нур-Султане собрались более десятка человек. Они держали плакаты с надписями «Нет китайской экспансии» вместе с Жанаозеном. Нет китайской экспансии. Мы проживем и без Китая. Мы требуем, чтобы власть услышала народ. В Китае 3,5 миллиона казахов, 700 из них в заключении. И зная это, разве можно дружить с такой страной? Напомню, в знак солидарности с жителями Жанаозена накануне акции протеста прошли в других городах Казахстана: Алматы, Шымкенте, Актобе. Высшее руководство страны на митинги пока никак не отреагировало. А вот что думают по поводу антикитайских протестов депутаты Нижней палаты парламента Мажилиса. Я думаю, этот вопрос должны изучить соответствующие министерства, правительства. Я считаю, что нужно проводить разъяснительную работу среди населения. Это же не просто так строится. Это новые рабочие места, это вклад в экономику. С этой стороны надо смотреть. Я вижу заводы, построенные совместно с Китаем. Был в Северном Казахстане, а также в Кызылорде. В основном там работает казахстанская молодежь. Китайцы вкладывают инвестиции, но работают в предприятиях 2-3 специалиста, руководители и технологи. Но я не видел, чтобы китайцы заселяли Казахстан. По словам политолога Дасыма Сатпаева, в Казахстане всегда так или иначе наблюдались общественные антикитайские настроения, а выбор власти по передаче крупных нефтегазовых проектов Китаю лишь усиливает эту тенденцию. Сатпаев считает, что вкладывать инвестиции в Казахстан желают и западные компании, но почему-то власти республики чаще всего отдают предпочтение китайским инвесторам. Люди не доверяют тому, что делает наше государство, наши чиновники. Они подозревают, что чиновники, подписывая контракты с Китаем, не учитывают интересы Казахстана. Вот одно из главных подозрений, да? Почему и возникли требования? Вы нам покажите все эти контракты. Распишите конкретно, что от этого получит Казахстан в среднесрочной и долгосрочной перспективе, да? Потому что у нас здесь под боком есть пример Таджикистана, есть пример Кыргызстана. Два государства, которые являются крупнейшими должниками Китая. А в Таджикистане Китай стал использовать очень опасную методику активного экономического проникновения. Не можешь заплатить долги? Отдавай месторождения, отдавай электростанции. То есть он уже берет активы вместо долгов, понимаете? А сегодня интернет-журнал «Власть» опубликовал реакцию посла Китая в Казахстане на протест, что за протестами стоят некие силы, пытающиеся сорвать визит казахстанского президента в Китай. Официальной информации, Китай даже не вошел в первую тройку стран, вложивших инвестиции в казахстанскую экономику. Информация уже есть. И где их обоснование утверждать, что Китай якобы хочет захватить территорию, переселить сюда население и так далее и тому подобное? Это какая-то чепуха. Казахстанский политик Серикжан Мамбеталин не согласен с китайским послом Джаном Сяо, что за антикитайскими акциями протеста в Жанаозене и других крупных городах страны стоят некие третьи силы, которые стремятся навредить взаимоотношениям между странами. Мамбеталин считает, что проходящие в стране митинги – это народная инициатива. То, что в Жанаозене вышли сначала, я могу сказать, что это, скорее всего, было именно в этом регионе. Власти самой, во-первых, она не сможет это сделать, а во-вторых, невыгодно, потому что нужно знать историю жанаозенских событий. Именно люди, как на Западе, реагируют на такие вещи. Опасения, эти все тревоги, они не на ровном месте рождены, потому что мы последний год наблюдаем
какую-то волну синофобии, но она основана на тех событиях, которые происходили в последний год в Казахстане, с осуждением нашей казашки из Синьцзяня Сайрагуль Саудбай, недавно гражданского активиста Серикжана Белаша, который тоже приехал из Китая, и который говорил о концентрационных лагерях, о положении казахов, уйгуров в Синьцзяне. Поэтому это все не на ровном месте, и мы знаем, что экономическая экспансия китайская, она очень сильно поддерживается руководством Китая. Это не чистая экономическая экспансия, это здесь и политическая, потому что мы непосредственно граничим с Китаем, и здесь много факторов, в том числе очень много людей во власти сейчас работает откровенно на Китай. Поэтому у народа здесь уже народ делает свои выводы и выходит на улицу. Серикжан Мамбеталин также полагает, что сегодня Китай для Казахстана, по сути, единственный иностранный инвестор, поскольку власти страны не проводят кардинальные реформы в сторону демократического развития. Цивилизованный западный мир, считает политик, вкладывать деньги в Казахстан не изъявляет желания, поэтому договориться с богатым соседом гораздо проще. С тех пор, как наша власть забыла о демократических реформах, Казахстан перестал быть привлекательной страной для инвестиций из цивилизованного мира, будем так говорить. На сегодняшний день Китай является практически единственным источником иностранных инвестиций в Казахстан, прямых иностранных инвестиций. И здесь очень много людей, которые понимают, что чтобы сохранить власть, нужно как-то двигать экономику. И экономически для привлечения инвестиций здесь только у нас остается один партнер — Китай. Чтобы привлечь инвестиции из других стран, нужно проводить демократические реформы. Это нужно проводить реформу в судебной системе, реформу законодательной власти, делать нормальные, не фасадные, а демократические реформы. Поэтому здесь такая дилемма. Либо мы дальше продолжаем авторитарный путь развития Казахстана, опираясь на китайские инвестиции, либо мы становимся реально демократической страной, начинаем демократические реформы, и тогда в Казахстан приходят инвестиции со всего мира. К сожалению, первый вариант, он более устраивает сегодняшнюю власть, которая в лице того же бывшего президента Назарбаева, в лице нынешнего президента Токаева, в лице председателя КНБ Масимова, в лице министра обороны Ермекбаева, которые все имеют опыт работы в Китае, владеют китайским языком, им легче договориться с Пекином, нежели с другими демократическими странами. Благодарить государство на коленях за оказываемую соцпомощь призвал казахстанцев депутат парламента Владимир Башко. Он также добавил, что неблагодарных общество должно ставить в стойло. Эти слова казахстанцы восприняли как оскорбление, и теперь народ требует извинения от самого Башко, причем только на коленях. Шалпан Разбекова расскажет о кипящих страстях. Короткий комментарий журналистам депутата Владимира Башко в кулуарах Совета Ассамблеи народа Казахстана буквально взорвала интернет. Статья с цитатой народного избранника стала одной из самых читаемых. Мозгами надо думать, чтобы не взрывать. Нужно понимать и видеть, что делает власть. Да на одной только цифре в 17 раз увеличилась социальная поддержка населения за 3 года. Извините, надо встать на колени и поблагодарить государство. Когда человек ничего не делает, потом вскакивает, дайте ему все. Должно быть общественное мнение, которое будет ставить в стойло такого человека. Выпад парламентария стал последней каплей, которая переполнила чашу терпения казахстанцев. Это отнюдь не первое скандальное высказывание депутата. Ранее он уже позволял себе подобные вольности. Мы проглотили, когда Башко предложил запретить аульской молодежи въезд в Астану. А теперь он указывает нам в стойло. Логично же. Мы проглотили, когда в Кызылагаше был потоп. А это вещала не небесная канцелярия, не отвечаю за потопы и дожди. Тогда он был министром ЧС. Помню. Тут же всплыл и скандал 2016 года. Тогда на встрече в этнокультурных центрах при обсуждении трехязычия в Казахстане нынешний депутат позволил себе назвать шалавой украинского общественного деятеля Ирину Фарион. Украинское посольство обнародовало высказывание Башко в СМИ. Закончилось все извинениями, да и только.
На днях некий выпускник Высшей школы КГБ СССР, радея о русском языке на юге Казахстана, мимоходом оскорбил женщину, украинку, шалава. Такое слово он употребил в адрес известного общественного деятеля Украины Ирины Фарион. И вот теперь народ жаждет головы депутата. Говорят, Башко не место в парламенте, да и вообще в политике. Нам снова приказали стоять в стойле и не рыпаться. Это еще раз демонстрирует тот факт, что народные избранники простой народ считают бессловесным и безмозглым скотом. Ни один депутат, министр и тем более президенты не пикнули с осуждением Башко. Значит, они согласны с ним. Мы скоты для них. Политолог Досым Сатпаев считает, что в свете недавнего послания Токаева народу Казахстана, в рамках которого прозвучал и призыв создать слышащее государство, обязательно должна быть ответная реакция от руководства страны. Иначе народ выпад Башко примет за официальную позицию власти. Если вы сейчас активно занимаетесь вот такими популистическими часто вещами с точки зрения, скажем так, играть на общественное мнение, ну давайте тогда народ требует, чтобы Башко убрали. Да? На самом деле. То есть, опять же, потому что человек, занимающий такую высокую должность, он должен следить за своими словами. Он должен четко понимать, что каждое слово будет восприниматься как государственная позиция. Это не просто заявление Башко, это заявление представителя власти. И вот это тоже тест на вшивость, на самом деле, понимаете? Пока казахстанцы требуют извинений, сам Владимир Башко не обмолвился и словом. Коллеги его, кстати, тоже не поддерживают. По крайней мере, большинство. Я думаю, он сам пожалел, но это будет рассматривать комиссия. Башко пусть отвечает, а он дайларды. Но говорить это всему народу, конечно, стыдно. Он высказал свое мнение. Но это правильно, по-вашему? По-моему, нет. Высказывание я считаю правильным. Несмотря на бурную реакцию в социальных сетях, официально Владимира Башко какой-либо ответственности пока не привлекли. И судя по настроению народа, народ верит в безнаказанность депутата. Ну, очень грустно, конечно, такое услышать. Но и не такое говорили наши министры. Мы в свое время строили государство. В наше время было очень много предприятий и заводов конкретно в Алмате. И почему мы должны стоять на коленях? За то, что мы построили? Народ работал, а им мизер дали, а потом еще и на колени упади. Это оскорбительно, я считаю. Получить комментарий от самого Башко не получилось. Помощник депутата сослался на его отсутствие и занятость. Шолпан Уразбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Сначала сами отпустили, теперь всеми силами пытаются поймать. В Кыргызстане милиция разыскивает двух хулиганов, жестоко избивших молодых людей в Бишкеке. Инцидент случился еще неделю назад. Заговорили о нем только спустя несколько дней, когда видео опубликовали в открытом доступе. Позже правоохранители признали, нападавшим позволил скрыться их родственник, милиционер. Близкие пострадавших сегодня вышли на митинг. Дарья Тимофеева разбиралась в ситуации. Опытные милиционеры сегодня признались, такую жестокость даже они редко видели. Причина ссоры на парковке до сих пор не ясна. Сложно представить, что побудило обидчиков бить ногами по голове молодых людей без сознания. Парни уже не могли оказать сопротивление, но нападавших это не успокоило. Не смутили их и приехавшие на место происшествия сотрудники охранного агентства. На другой съемке видно, как хулиганы мешают медикам оказать помощь. Врачам все же удалось забрать пострадавших. На место приехала милиция. Позже выяснится, один из правоохранителей – родной брат нападавших. Он и забрал их с места происшествия. Мужчины написали заявление, якобы избили их, а не они. Следователей ничего не смутило, и они отпустили родственников своего коллеги на свободу. Сегодня близкие избитых парней вышли на митинг, требуют справедливости. МВД объявило участников драки в розыск. 3 милиционеров уволены, в том числе и брат нападавших. Начато разбирательство по фактам служебных нарушений. Такое рвение проявлено уже после публикации видео и разразившегося в соцсетях скандала. Никто никого не знал, никто никому не был должен. Избили без каких-либо серьезных причин. Как говорили ребята, тем двоим не понравилась походка друга моего сына. И это причина. Представляете, за это были так избиты. Нам очень обидно, злость берет. Их нужно наказать, чтобы и другим тоже было уроком. 2 пострадавших до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Один из них только недавно вышел из комы. В милиции заявляют, найти преступников теперь это дело чести.
Была попытка пересечь границу, но им это не удалось сделать. Были созданы следственные группы и в регионах страны. В скором времени они будут пойманы. В ГУВД сообщили, что родных братьев 34-летнего Джаныбека Бапышева и 20-летнего Калызбека Сеидбекова ищут и за границей. Их обвиняют в покушении на убийство. 2 днями ранее премьер поручил главе МВД принять исчерпывающие меры. Сам министр Кашгар Джонушалиев взял дело под личный контроль. Несмотря на эти слова, многие требуют его отставки, в том числе и депутат Дастан Бекешев. Вот и сейчас министр внутренних дел говорит, что взял под личный контроль жестокое избиение в Бишкеке и дальнейшее укрывательство сотрудниками милиции. Личный контроль – это всего лишь поручение начальнику РУВД сделать что-нибудь, а начальник РУВД обратиться с просьбой к своим следователям и операм. Личный контроль спустят до самого низа. Подобное обещание действительно дает уже не первый министр внутренних дел и не первый раз. Не всегда приказ сверху имел результат. Родственники пострадавших все же верят, что теперь заверения властей не окажутся пустым звуком. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Смотрите далее в нашей программе. Таджикистан готовится ко Дню независимости. Массовка из более чем 7 тысяч школьников и студентов изобразит новый каскад Рагунской ГЭС. Физкультурный институт выставил 700 студентов на маршировку. Мы будем танцевать здесь, на сцене, с однокурсниками. Государственные органы Туркменистана создают различные препятствия в получении необходимых документов гражданам, желающим переехать на ПМЖ в Россию. Это происходит на фоне огромного спроса среди туркменистанцев на программу переселения. Как сообщают корреспонденты туркменской службы «Радио Свобода» Азатлык, очереди у посольства РФ в Ашхабаде не уменьшаются. На днях очевидец сообщил в редакцию, что у ворот дипмиссии собралось более 300 человек. Многие из них приехали в столицу из областей. Стоит также обратить внимание на объявление при входе в посольство. Заявления от желающих переехать в Россию принимаются вне очереди. Как отмечают корреспонденты и собеседники Азатлыка в Туркменистане, если раньше программой по переселению в Россию хотели воспользоваться в основном русскоязычные туркменистанцы, то теперь стоящие в очередях в основном этнические туркмены. Основная проблема, с которой сталкиваются туркменистанцы в посольстве, это получение необходимых документов в госучреждениях Туркменистана. Местные власти или затягивают бюрократический процесс, либо вообще отказываются выдавать справки. На записи слышен диалог между желающими переселиться в Россию и сотрудников посольства. А вот это у меня нету копии статуса. Значит, ты не можешь. Что я еще могу сказать? Меня оттуда пригласили, пришли, сказали. А мы здесь причем. И туркменские госорганы, там и общаются с ними, как вы, что можете. В Таджикистане активно готовится к главному празднику страны – Дню независимости. В Душанбе на праздничном концерте на главной концертной площадке столицы выступит порядка 20 тысяч школьников и студентов. В городе Куляйб 7 тысяч человек изобразят на сцене агрегат Рагунской ГЭС. Большинство вузов и школ страны обязали предоставить определенное количество учащихся для участия в торжественных мероприятиях. За приготовлением следил Анширван Арипов. На репетиции студенты и школьники столицы ходят дважды в день. 2 часа с утра и 5 часов вечером они оттачивают свои роли для предстоящего театрализованного представления. За сценой настоящий муравейник. Люди снуют туда-сюда. До праздника осталось всего 4 дня, а номера нужно отработать до совершенства. Спектакль с трибуны будет смотреть сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об учебе с таким напряженным репетиционным графиком речи не идет. Такие массовки с участием тысяч школьников и студентов в стране называют маршировкой. Их проводят перед большими праздниками 3-4 раза в год. Учащиеся на время маршировки освобождаются от занятий. Власти регулярно напоминают, что все участники – волонтеры, хотя каждому вузу и школе ставят четкий план того, сколько человек нужно отрядить на спектакль. Физкультурный институт выставил 700 студентов на маршировку. Мы будем танцевать здесь, на сцене, с однокурсниками. Наша группа занимается с 4 часов дня до 9 вечера. Танцуем. Мы занимаемся только вечером, так как днем очень жарко. У моей группы танец в стиле хип-хоп. Нас 600 человек, и мы представляем Славянский университет. Режиссеры не спешат делиться тем, сколько номеров и блоков будет в представлении. Точное количество участников и сюжет будущего спектакля тоже секрет. Но главное, во сколько это все обойдется и кто платит. Эта информация всегда закрыта за 7 печатями. И никто за многие годы проведения подобных концертов ни разу не осмелился разгласить важную тайну. Экспертам остается только гадать.
С моей точки зрения, вот все это абсолютно никому не нужно. Это абсолютно нерациональное использование бюджетных средств, которые можно было бы использовать там, на оплату пенсий, на оплату задолженности учителям по зарплате, на выплату внешнего долга. Даже если это проводится за счет, как говорят, за счет предпринимателей, то это тоже деньги Таджикистана, то это тоже должны быть использованы с умом, чтобы предприниматель мог использовать его для своей какой-то коммерческой деятельности, с тем, чтобы потом оплатить налоги в бюджет государства. Это абсолютно нерациональное использование времени школьников и студентов, которые могли бы за это время сделать что-то полезное, научиться чему-то полезному, потом уже использовать его в своей повседневной профессиональной жизни. В Таджикистане День независимости всегда празднуют широко и с размахом. Это главное событие года. Но в этот раз будет двойной праздник. Еще и историческое мероприятие. Ввод в эксплуатацию второго агрегата Рагунской ГЭС. Так что стоит ожидать чего-то поистине феерического. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. А в Кыргызстане вот-вот завершится летний туристический сезон. Отели и пансионаты Иссык-Куля уже начали закрываться. А вот горный туризм актуален в стране круглый год. Правда, летние фестивали, которые так популярны среди иностранцев, теперь пройдут еще не скоро. Об одном из таких мероприятий расскажет Джибек Бигалиева. Это одна из редких национальных традиций, которую до сих пор не забывают ни в одной кыргызской семье. Разрезать путы малышу, который только начал ходить, должен самый быстрый из гостей. Сегодня это турист из Германии Ленни. Это был долгий забег, но мне понравилось. Желаю мальчику долгой и счастливой жизни. Родители Раимбека и Эрмек Исайкал 2 года назад поженились на этом же фестивале. Каждый год в ущелье на берегу горного озера Иссык-Куль приезжают сотни туристов из Европы, Америки и России, чтобы посмотреть на быт и культуру кыргызов. Например, итальянец Фабрицио увидел в интернете видеоролик про игру Кокбуру. Это кыргызский вариант козлодрания, и захотел рассказать об этом землякам. Мы приехали сначала в Монголию, потом в Кыргызстан. Мне очень интересна ваша игра Кокбуру. Говорят, что эта игра не может никого оставить равнодушным. Я собираюсь снять игру на камеру, чтобы по возвращению публиковать снимки в журнале. Я бы хотел, чтобы наши дети тоже узнали про эту игру. Потом мы поедем в Казахстан, а оттуда в Россию. И далее полетим домой в Италию. Здесь очень красиво и люди действительно милые. Удивительно, но о месте, где побывало столько иностранцев, многие кыргызстанцы слышат впервые. Александр Воронин из Бишкека об этническом фестивале в селе Шахты-Джиргалан узнал совершенно случайно. Единственная погода внесла свои коррективы. Было очень много грязи. Реки. Были некоторые лужи, казалось, они не глубокие, а там вот так вот по колено уходили. А так и спуски, и подъемы опасные достаточно. Спуски особенно, то, что грязно все и велосипед таскает. Село с двойным названием появилось здесь в 1932 году. Почти 60 лет здесь добывали уголь, который потом развозили по разным советским городам. Когда шахты закрылись насовсем, местные жители решили организовать ежегодный этнический фестиваль, который с каждым годом становится только популярнее. Джибек Бигалиева, Кундуз Сырдыбаева. Настоящее время Азия. Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. В революции побеждает тот, кто другому череп проломит. Какой Достоевский. Зачем Толстой? Оппозиционеры были единственными людьми, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу. Его осудили на 3 года концлагерей как социально вредный элемент. К 1929 году Сталин окончательно определился с принципами руководства огромной страной. Правительство перестраивает работу лагерей. Отныне главное – воспитание, исправление трудом.
Мы находимся на железнодорожной станции города Костомукша и ждем поезд, на котором должны приехать наши герои. Это люди, которые специально едут из города в деревню, ну, это такой своеобразный туризм, чтобы помочь деревенским поработать здесь в деревне.